на карантине, на самоизоляции. Мы 196 человек. Это люди, которые прибыли из стран неблагополучных. Надо так надо. Кто должен сидеть на самоизоляции и готовы ли к подобной дисциплине в нашем обществе? Потом после этого служил 4-й кавалерийский кубанский казачий корпусе до 1943 года. Он воевал в Сталинграде. Продолжим рассказывать о проекте всероссийского масштаба «Лица Победы. История Магомеда Келегова». На этой площадке «Единая Россия» и Общероссийский народный фронт смогли объединить много молодежных, общественных волонтерских организаций, таких как волонтеры-медики, волонтеры Победы, Молодая гвардия. В общественной приемной Медведева открылся волонтерский центр «Единой России» УНФ по оказанию помощи пожилым гражданам в связи с пандемией. Бетонные работы у нас завершены, занимаемся штукатуркой здания, кирпичные перегородки выложены все. Новая просторная школа на 720 мест появится в Карабулаке. Подробно о возведении в нашем выпуске. Томат у нас качественный, вкусный, лёжкий, транспортабельный. Томаты на диво. В агрокомплексе «Сунжи» сбор урожая. Сколько и каких размеров удалось вырастить любимую ягоду? Здравствуйте, это новости 24. На сегодняшний день во многих регионах России введен карантин. Это необходимая мера предосторожности. В Ингушетии, напомню, отменены все массовые мероприятия. Такие меры борьбы с вирусом, как показывает практика других стран, эффективны. Есть и та категория граждан, которая подпадает под особый карантин. На сегодняшний день у нас находится на карантине, на самоизоляции. Мы 196 человек. Это люди, которые прибыли из стран неблагополучных или которые могли контактировать при перелете. Они могли в самолете контактировать с людьми, которые, возможно, болели коронавирусной инфекцией. Но на сегодняшний день в Республике Ингушетия, как я уже сказала, случаев заболеваемости нету. Люди, попавшие под подозрение, в обязательном порядке должны быть в домашней изоляции 2 недели. Выходить из зоны карантина строго запрещается. Для официально оформленных работников государство подготовило специальные условия оплаты больничного, а также его оформления. Для оформления электронного больничного листа гражданину, прибывшему с другой страны, или гражданину, проживающему совместно с этим человеком, нужно просто написать заявление в электронном виде в личном кабинете Фонда социального страхования. Он может, если у него нет доступа к личному кабинету, любой человек, у которого есть доступ к личному кабинету, может за этого гражданина по доверенности написать это заявление, подать заявление в электронном виде. Это строго касается граждан, которые работают, то есть застрахованных граждан наших. По истечению 2 недель пациент, получивший медицинское заключение об отмене угрозы коронавируса, может в свободной форме выйти из зоны карантина. Ну и буквально несколько часов назад в социальных сетях распространилась информация о случае заражения коронавирусом в Ингушетии. Якобы некую женщину вместе со своей дочерью доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу с выявленным инфекционным заболеванием коронавирус. В самом же РКБ эпидемиологи опровергли эту новость. Случай, о котором говорится, что сегодня в республиканскую больницу была обращена женщина с дочерью с выявленной коронавирусной инфекцией, это все неправда.
Никакого такого случая у нас зарегистрировано не было. Они все ложные. На данный момент ни одного случая коронавирусной инфекции у нас не зафиксировано. Все необходимые меры предпринимаются, медработники работают. Убедительная просьба к посетителям, к жителям нашей республики, чтобы они работали с нами, соблюдали все необходимые правила, все, что мы от них требуем. Посещение территории больницы осуществлялись в масках. В связи со статистикой и регулярной информацией со стороны мирового сообщества о ситуации с пандемией и ее экономическими последствиями, многие, что называется, назло врагу, кем и чем бы он ни был, ищут и положительные стороны внезапной напасти. Какую выгоду можно извлечь из карантина? Как изменилось поведение россиян? И какую услугу мы все оказали матушке природе? Расскажет Залимхан Калоев. Минусы есть во всем. Искать их намного легче, чем плюсы. Закрываются границы, отменяются мероприятия, экономика пострадала. В СМИ очень много информации, как вирус негативно повлиял на все. Но даже в пандемические времена можно найти и плюсы. Вот самый большой из них. Из-за остановки производств в Китае уже месяц улучшилось качество воздуха. Исследователи НАСА заметили из космоса. Здесь желтым отмечены выбросы ядовитого диоксида азота. Кадры сделаны в начале января. Справа картина уже через месяц. Разница налицо. Какие еще коронаплюсы? В Венеции из-за пандемии очистилась вода. В каналы вернулись рыба и лебеди. Здесь тоже, в Испании, уже чувствуется, что экология намного лучше. Человек остановился, и уже экология это чувствует. И это, я не знаю, сколько было. Ну, здесь, в Европе, не знаю, 15 дней, наверное, даже в Италии не были. У нас уже 1 неделя карантин, мы на карантине сидим. Вот так, это, конечно, хорошо. Во-вторых, я тоже хотел рассказать, что мы, конечно, сейчас понимаем и поняли, что можно работать дома. Или много чего, то, что мы делали, можно дома делать. Не такой глобальный, но не менее важный плюс – все мы стали более ответственнее относиться к своему здоровью. Все рекомендации, частое мытье рук, обработка смартфонов антисептиками, избегание чихающих и кашляющих людей – все это защищает ведь не только от коронавируса, но и от других инфекций. То есть гипотетически мы должны сейчас меньше болеть любыми болезнями. Это делаем мы двукратно. Берем еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Каждое движение по 6 раз. Те, кто находится на вынужденном карантине, тоже, возможно, не сразу, но находят плюсы. Во-первых, это повод в бешеном жизненном ритме остановиться, задуматься, провести время с семьей, со своими близкими или, наконец, заняться тем, до чего все это время руки просто не доходили. Почитать книжку, которая лежит полгода, посмотреть фильмы, заняться саморазвитием и даже подумать о смысле жизни. И это прекрасная возможность прямо сегодня задуматься над тем, что, а что будет, если просто завтра не будет денег вообще, их просто не останется. Что останется у нас самих, что останется внутри нас, за что мы можем держаться, на что мы можем опереться внутри себя. И вот это действительно возможность пересмотреть свое отношение к жизни и пересмотреть свои приоритеты. Также сейчас можно посетить многие музеи мира, вообще не выходя из дома, взять онлайн-экскурсии даже во многих популярных российских музеях. А с недавнего времени все школы закрыли на карантин. Руководство учреждения обеспечило дистанционное обучение. Но для детей не ходить в школу – это само по себе большой плюс. Помимо прочего, онлайн-уроки помогут развить ответственность. 17 марта все образовательные учреждения и учреждения СПО переведены на дистанционное обучение. Мы направили рекомендации по образовательным организациям, рекомендовали несколько учебных платформ, на которые они могут зарегистрироваться и проходить свою учебную программу. Это такие как Учи.ру, Я-класс, Московская электронная школа, Российская электронная школа, Мособр.ТВ, Skype. Вот по этим платформам они зарегистрированы и проводят свою работу. Выгоду можно найти в отмене поездок. Вы никуда не едете, а значит экономите. А потом, когда все успокоится, а границы откроют, можно будет уехать куда-нибудь на более долгий срок или в отель получше. То же самое и с массовыми мероприятиями. Раз ходить некуда, значит и лишнего вы не потратите. Вот сейчас, знаете, такой культ путешествовать. Сейчас очень развито. Путешествуй, сделай это смыслом своей жизни. Это действительно настоящий кайф. А поскольку сейчас закрыли границы, мы можем остаться наедине с собой, не убегать от себя ни по каким заграницам. Мы сейчас начнем ценить просто обычные
человеческие радости и наслаждаться и ценить общество друг друга. В Россию из Китая доставили 25,5 миллионов индивидуальных защитных масок, а российский премьер получил Минкомсвязи создать систему отслеживания граждан, контактировавших с людьми, которые заразились коронавирусом. Из-за инфекции во многих странах запретили кальян. Зельмхан Калоев, Новости 24. Ну и также актуально. Медики рассказали, кому не стоит есть чеснок. В попытках укрепить иммунитет многие начинают употреблять его в больших количествах. Однако эффективность в борьбе с вирусными инфекциями не доказана. А при гастрите, язве желудка или двенадцатиперстной кишке чеснок может сильно навредить. Еще одними противопоказаниями употребления являются заболевания глаз, низкое кровяное давление. Так ранее сообщалось, в подорожании чеснока в январе 2020 года он стоил на 37% больше, чем в январе предыдущего года. В середине февраля стоимость чеснока составляла 266 рублей, сейчас достигает 400. Кроме того, зафиксирован многократный рост цен на маски, вырос спрос на противовирусные препараты, иммуномодуляторы. Народная летопись войны «Лица победы». Проект, который увековечивает подвиг поколения, победившего нацизм. В архиве десятки новых имен. Среди них Магомед Келигов, который в годы Великой Отечественной защищал Сталинград. Отличился на фронте на Кубани и Ростове. Потомки участника Великой Отечественной войны передали музею памятные предметы из личного архива ветерана. И что особенно ценно, его воспоминания. Все эти годы он вел дневник. Репортаж Светланы Томовой. Ребята нашего эскадрона слышали женский голос на той стороне Дона. Она просила, умоляла нас, чтобы мы ей помогли перейти на наш берег. Взяли ее на лодку и спокойно вернулись обратно. Мы ее передали в штаб полка, а потом нам говорили, что она была заслана специально немцами к нам в тыл, ее разоблачили. Это воспоминания из личного дневника ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Келигова. Только спустя 40 лет он завел вот эту тетрадь, в которую начал записывать все, что помнила его память о днях военных сражений. Она, на удивление, оказалась цепкой. Магомед практически в деталях мог восстановить каждый день, проведенный на фронте, и все события, которые там происходили. Все его записи, вырезки из газет, награды и фотографии бережно хранит семья Магомеда Келигова. Теперь это могут увидеть и гости музея. У него есть 3 папки вырезки из газет до революции про наших земляков, во время революции и Отечественную войну. Вот эти вырезки есть. В своем воспоминании, то, что писали другие про фронтовиков, эти записи у него очень много. Потом он также на ингушском собирал и сам выучил ингушский язык, и любитель был писать на ингушском. В 1938 году Магомед Келигов поступил в планово-экономический техникум, но смог проучиться только 2 года. После смерти отца ему пришлось вернуться домой и начать работать. В 1941 году Магомед оканчивает педагогические курсы и направляется на работу учителем в Малгобекский район. Но в июле того же года он отправляется на войну. Потом после этого служил в 4-й кавалерийский кубанский казачий корпусе до 1943 года. Он воевал в Сталинграде, в Ростовской области, форсировал Днепр. И где-то под Ростовской областью был ранен в голову. После этого где-то в 1943 году направили его в военное училище, город Шадринск. Там закончил военное училище, продолжал дальше воевать. И вот так он прослужил до окончания Великой Отечественной войны. В феврале 1945-го был демобилизован и сразу поступил в военную академию. Но после окончания 1-го курса узнали, что он ингуш. Его отчислили и отправили вслед за своим народом в депортацию в Казахстан. Его разжаловали, отправили в Алмату. По прибытии он родственников своих не нашел. Ходил, искал, потом он узнал, что мать, братья остались на Кавказе. Он их вызвал в 1946 году. Устроился работать в колхозе до 1947 года. Оттуда переехали они в Жамбульскую область, Чувский район, село Ворошиловка. Там работал за складом. До 1959 года жили там. И в 1959 году мы вернулись на родину.
Своего брата Магомеда Алихан Келигов не помнит. Он был совсем маленьким, когда брат учился, а потом уехал на фронт. Увидел его только в 1946 году в Казахстане. Он запомнил его всегда работающим. Магомед Келигов всегда давал напутствие брату, говорил, что необходимо иметь образование и обязательно пойти служить в армию. Все время старался убеждать нас, учиться надо, воевать, в армию надо после окончания школы идти, в армию надо. Он любил армию, армейскую одежду. Семья он был как отец наш, потому что он был старше всех. Сотни фотографий приносят в Музей краеведения родственники участников Великой Отечественной войны. В каждой семье хранят память о своих близких, которые воевали на фронте или трудились в тылу. «Лица Победы» – проект, объединяющий судьбы поколения, героев суровых 40-х и их потомков. Родственники сдают эти документы, мы их оформляем, вбиваем в программу. У нас есть специальная программа, куда вбиваются эти документы. Называется «Камец» эта программа. И до каждый документ там уходит минимум час. Нужно описание научное делать, вбивать их, а потом эту информацию мы отправляем в Москву. И также мы вбиваем их в списки наши, делаем запросы на них и вбиваем эти же данные в проект, действующий «Лица Победы. Дорога памяти». Для многих из нас Великая Отечественная война – это история страны, история семьи. И лишь для совсем немногих она осталась далеким и тяжелым воспоминанием. С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны остается все меньше и меньше. И наш долг – показать им, что они не забыты, что нет предела нашей благодарности им за все те жертвы, которые они несли ради мира на земле. Светлана Томова, Майрбек Межоев. Новости 24. В региональной общественной приемной Дмитрия Медведева сегодня состоялось открытие волонтерского центра «Единой России» и ОНФ по оказанию помощи пожилым гражданам в связи с пандемией коронавируса. Есть и номер местной горячей линии, код 8 873 4 55 14 78. По нему можно получить всю необходимую информацию и обратиться за помощью. Диана Дударова расскажет. Количество умерших от коронавируса в мире превысило 15 тысяч, и большинство из них – люди пожилого возраста. Что они находятся в особой группе риска, подтвердили медики по всему миру. В России уже более 300 зараженных. Новый вирус настиг и Кабардино-Балкарскую республику. Там зафиксировано 2 случая заболевания. Власти Ингушетии предпринимают все меры по недопущению появления коронавируса у нас в республике. Создан оперативный штаб, а сегодня по решению руководства партии «Единая Россия» открывается и единый волонтерский центр, а функционировать он будет в региональной общественной приемной партии. Мы со своей стороны представляем свою инфраструктуру, то есть площадки, на котором этот единый волонтерский центр будет работать. Все организационные моменты, там интернет-связь, прямая линия, все необходимые мы им представляем. Руководство партии совместно с руководством Общероссийского народного фронта выработано единое решение о консолидации всех этих ресурсов в единый центр. Единая Россия в этот проект входит своими организационными методическими возможностями. Специализироваться волонтерский центр будет на оказании помощи одиноким, маломобильным, пожилым людям старше 65 лет, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны и труда, которым некому помочь. На этой площадке объединились активисты волонтерских движений, волонтеры-медики, активисты молодой гвардии, волонтеры Конституции, волонтеры Победы. Их деятельность в основном заключается в доставке продуктов питания и медикаментов. Сегодня в республике очень много волонтеров, ребят, которые готовы прийти на помощь, и, возможно, в скором времени нам понадобится их помощь. И для этого превентивно мы работаем, создаем такой центр, мы будем взаимодействовать с оперативным штабом, созданным при главе республики, будем взаимодействовать с Единой Россией. Также у нас есть номер единой горячей линии и федеральный, который мы распространим, также есть и региональный номер. Правда, ряд организационных вопросов для волонтерского центра остается нерешенным, главные из которых – транспорт для передвижения активистов и средства индивидуальной защиты. Ведь даже без тех же защитных масок они рискуют нанести
нанести ущерб собственному здоровью. Также на встрече затрагивается проблема паники вокруг коронавируса. Отмечают, вирус новый, неизученный, что объясняет волнение многих жителей региона. Паниковать не нужно, но приложить максимум усилий, чтобы минимизировать потери в случае его проникновения в нашу республику, необходимо, считают участники встречи. Мы, как и в Российской Федерации, все субъекты в целом, у нас есть региональный штаб, который возглавляет глава нашей республики. Волонтерский центр сейчас уже открыт. Тут ситуация такая, что пока ученые и медики не разберутся, судить об этой болезни нам очень трудно. И самое опасное это то, что подвержены в первую очередь вот этой болезни, это люди пожилого возраста. Волонтеры, в свою очередь, будут проводить работу по информированию населения республики, как уберечься от коронавируса. Мы намерены распространить бумажные агитматериалы через почту, для того, чтобы люди старшего поколения, которые не пользуются сегодня информационными ресурсами, смогли получить информацию о том, как вести себя в случае распространения коронавируса в нашей республике. С этого дня оставить заявку на оказание помощи пожилые люди могут по номеру горячей линии волонтерского центра 8 873 455 14 78. Каждый день в региональной общественной приемной будет дежурить по одному активисту от каждой волонтерской организации. Добровольцы будут обрабатывать поступающие обращения. До конца недели такие волонтерские центры заработают во всех субъектах страны. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24. Ну и вот накануне Общероссийский народный фронт объединил республиканские некоммерческие организации и волонтерские центры для оказания помощи маломобильным гражданам в период карантина. Это адресная подмога. Привозит продукты и лекарства. Действует общероссийская горячая линия. Об этом подробно наш корреспондент Жаридат Халухоева. Ребята, заходите, у меня давно не было ребят в доме. Мы с вами просто потом на дороге пообщаемся, хорошо? Защитные маски, перчатки и расстояние 1 метра – все это меры предосторожности. 63-летняя Нина Бружинская – инвалид первой группы по онкологическому заболеванию. Бабушка редко выходит на улицу, поэтому волонтеры помогают пополнить запасы. Но здесь вроде бы нет у нас этого вируса. Но все равно. Ну, надо беречься. Вот у меня постоянно на столе пузыречек. Протираем руки, вновь выходят, быстро руки мыть, быстро чистить, быстро спиртиком обтирать. Ну, как-то бережемся. Как известно, пожилые люди больше всего подвержены заражению коронавируса. Оставив заявку волонтерам на оказание помощи в приобретении продуктов или лекарств, они смогут избежать посещения мест массового скопления людей, тем самым не подвергая свое здоровье риску. Поправляйте, самое главное – здоровье. Счастливо оставаться. Спасибо. Если что, мы на связи всегда. Спасибо вам большое. Мука, сахар, масло, продуктовый набор первой необходимости несут в дом Ханиевых. Хозяйка семейства также болеет онкологическим заболеванием. Рак печени дал метастазы в легкие, так что болезнь приковала ее к кровати. Любой риск может оказаться для нее летальным. Поэтому домочадцы стараются меньше выходить и соблюдать меры безопасности. После каждого прихода с улицы обязательно моем руки с хозяйственным мылом. Благо сейчас дети сидят дома, так как школы закрыли на карантин. Для оказания помощи людям пожилого возраста открыта круглосуточная горячая линия. Обращения обрабатывают добровольцы волонтерских движений, волонтеры-медики и волонтеры Конституции. Выезжают поадресно. Еще раз призываю, если вы знаете, допустим, есть одинокие люди, нуждающиеся вот в такой волонтерской помощи, пожалуйста, обращайтесь. Наш общероссийский номер телефона – это 8 800 200 34 11. Горячая линия, все будут звонки, заявки прорабатываться, и посильная помощь, которую возможно оказать, мы будем оказывать. Доставка продуктов и лекарств – это только программа «Минимум». При необходимости волонтеру могут помочь убраться в доме или сделать другую работу. Впрочем, по инструкции зайти они могут только с разрешения хозяев, как было с сегодняшними визитами. Пакеты оказались тяжелыми, так что пришлось помочь занести. Конечно. Не стесняйтесь, обращайтесь. Мы, как и ребята-волонтеры, всегда готовы помочь. Такие волонтерские штабы работают в более чем 30 регионах России. В Ингушетии для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам в период карантина и распространения коронавирусной инфекции региональный общероссийский народный фронт задействовал республиканские некоммерческие организации. Жаридат Халухоева, Хамзат Халухоев, Новости 24.
Новая просторная школа по федеральной целевой программе на 720 мест появится в Карабулаке. На объекте сейчас трудится 150 рабочих. Они осваивают территорию в 4 гектара. Большое здание состоит из 5 блоков. Здесь будут созданы все условия для обучающихся. Наш корреспондент расскажет о проекте общеобразовательного учреждения и на каком этапе его возведения. Еще 10 лет назад за туннелем по улице Кирова были пустые поля, отведенные под пастбище для скота. Со временем город расширялся, и теперь мы видим, что новостройки за переездом разрастаются и занимают все больше территории. В связи с ростом населения, уже превысившим отметку 41 тысячу человек, нужда в школьных и дошкольных учреждениях стала актуальной. Эту потребность Минстрой уже удовлетворит в конце 2020 года сдачей новой школы на 720 мест. 150 рабочих и более 10 единиц строительной техники возводят здание площадью 4000 квадратных метров, этаж за этажом. Все строители поделены на отдельные бригады, и каждая занимается своим этапом. Юсуп Хачубаров, водитель крана со стажем 14 лет, делится, что за всю свою карьеру ни разу не встречал такой быстрый рабочий темп. В день он совершает более 100 подъемов с грузом не менее 5 тонн. С 8 часов утра мы начинаем работать, и процесс стройки происходит настолько быстро, что техники не хватает, даже приходится нанимать. За полгода здесь залили фундамент, возвели стены и провели все необходимые коммуникации. Сейчас проводятся внутренние отделочные работы. По коробке уже можно представить масштаб будущего здания. Строится он с соблюдением всех норм и правил. Его основная конструкция – бетон и арматура, а перегородкой между кабинетами является кирпичная кладка. Высота одного этажа превышает отметку в 3,5 метра. Бетонные работы у нас завершены, занимаемся штукатуркой здания. Кирпичные перегородки выложены все, идет штукатурка, слаботочные работы, вентиляция, отопление, стяжка прошла уже частично. Процентов на 99 бетонные работы завершены. Идем на отделку здания внутреннее и отделку фасада. Общая площадь территории школы 13 тысяч квадратных метров. Из них 4 тысячи отданы под строительство. Само здание – это 3 этажа, разделенные на 5 блоков деформационными швами. В дальнейшем они будут служить энергетической разгрузке при разных природных явлениях. Также имеется и цокольный этаж, где находятся основные распределители коммуникаций по всему зданию. В новой школе будут пандусы, лифты и санузлы для детей с ограниченными возможностями. Плюс ко всему, рабочим предстоит еще благоустроить территорию в 2 гектара. Благоустройство территории согласно рельефу у нас в 2 уровня. Первый уровень – это само здание. Второй уровень – это детские площадки стоят ниже, чем здание на 1,5 метра, то есть опускаются лестницы и ограждения. И еще один уровень у нас футбольное поле, волейбольное поле, баскетбольное поле. Оно находится тоже ниже и тоже ограждается. То есть, если смотреть визуально, очень красивый проект, согласно рельефу. Также у нас имеется в благоустройстве независимая котельная, очистные сооружения. 720 мест, 40 кабинетов, дополнительные залы для кружков и лабиринт учебных блоков. Школу строят по федеральной целевой программе. Это первое масштабное образовательное учреждение в городе, что облегчит нагрузку на 40% для других учебных учреждений. Рядом со школой уже на стадии завершения новый садик, что станет еще одним дополнительным удобством для родителей, имеющих детей не только школьного, но и дошкольного возраста. Тамара Хашагульгова, Адам Гулоева, Адам Далаков, Новости 24. Превышение допустимой скорости, выезд на встречную полосу движения по-прежнему остаются частыми нарушениями, итогом которых становятся дорожно-транспортные происшествия. За последнюю неделю в регионе произошло 2 таких случая. Более полную информацию нам предоставит старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Республике Ингушетия Зара Ужахова. По данным фактам будет проводиться проверка по всем ДТП, а также будут выявлены те причины, по которым были совершены ДТП. По предварительным данным, это выезд на полосу встречного движения, это несоблюдение скоростного режима. Они находятся в медучреждении, там проводится им, оказывается медицинская помощь, состояние не критическое, но, к сожалению, люди пострадали, и в любом случае для них остался это большим отпечатком жизни, так как даже малейшее просто касание слова дорожно-транспортное происшествие, к сожалению, для людей остается не очень хороший осадок. Даже увидя ДТП, человек на долгое время эту картину видит перед своими глазами.
Выращивание томатов по особой технологии. И, как результат, новые сорта полюбившейся ягоды. В агрокомплексе Сунжа под помидоры выделено 10 гектаров. 2 блока, в одном из которых идет сбор урожая. О налаженном процессе и зарекомендовавшем себя биометоде защиты от вредителей расскажет наш корреспондент. Специально созданный микроклимат. Во втором блоке тепличных угодий учли все, включая освещение, температуру и даже влажность воздуха. Все автоматизировано и соблюдены условия для жизни одного из капризнейших видов овощей – томатов сорта Физума. Он отличается от других настоящей вкусовой гаммой, поэтому и спрос на него в республике невероятный, рассказывает Лена Каракижба. Наши томаты проходят постоянно, регулярный отбор на содержание нитратов. На сегодняшний день ПДК в томатах должно составлять, то есть норма, да, предельное содержание нитратов составляет 300 миллиграмм. В наших томатах 136. То есть вы понимаете, что мы в половине нормы. Поэтому томат у нас качественный, вкусный, лёгкий, транспортабельный. Ухаживать за растениями Замире Куштовой нравится больше всего. Тем более, что технологии позволяют делать это качественно. Полив осуществляется по капельницам. 2 миксера по заданным параметрам дозируют питательный раствор. А в борьбе с вредителями в помощь овощеводу приходит биометод. Это хищные клопы, поедающие паразитов, которых даже ночью определяют. Так называемые светоловушки. В общем, вся территория агрокомплекса, это 2 теплицы в 10 гектаров, под чутким наблюдением специалистов. Сбор помидоров интересно, формировка, нормировка, тоже очень много работы. Но интересно. Вообще сама работа, она интересная. Если не проявляешь интерес, она как-то, не идет она, если практически вот так. Помидоры хорошие, Физума, сорт называется. Но они идут по категории, первая категория, вторая категория. Вообще у нас Физума вот в этом блоке впервые, вообще-то. А так у нас другой сорт был. Норматив по сбору томата на сегодня составляет 15 тонн, и это только в одной теплице. Овощеводы собирают с грядок помидоры и после комплектации и взвешивания сразу же отправляют по точкам доставки. Свежесобранный томат поставляется как в близлежащие регионы, так и в центральную Россию. На каждую партию продукции составляется сертификат в обязательном порядке. Основной регион потребитель Москва. Уже договора заключены? Да, заключены договора с сетями, это «Магнит», это «Лента», это «Пятерочка». Интересно и то, что растения способны воспроизводить высококачественный сорт томатов на протяжении 10 месяцев. Затем уже новая рассада, а значит и новые сорта этой культуры или оптимально подобранные гибриды в соответствии с требованиями рынка будут красоваться на прилавках региона и дальше. Тамара Хашагульгова, Адам Мережков, Магомед Белакиев, Новости 24. Они следят за изменениями погоды и климата. От них мы узнаем, брать с собой зонтик или солнечные очки. Сотрудники метеослужбы отмечают свой профессиональный праздник. На службе у них новые информационные технологии и усовершенствованные приборы. Но при этом и сама погода может преподнести ряд сюрпризов. Зелимхан Калоев с подробностями. Флюгер, термометр и барометр. Попытки человека разобраться в капризах погоды уходят глубоко в историю. Наблюдениями за погодой увлекались повсеместно, тем более, что особых затрат это не требовало. Кстати, раньше прогноз считался успешным, если его вероятность превышала 60%. Для сравнения, народные приметы подтверждаются лишь в одном случае из 20. И лишь в середине прошлого века с появлением метеозондов погоду стали точно предсказывать на 3-4 дня вперед. 1 марта 1950 года была принята конвенция, согласно которой была и создана Всемирная метеорологическая организация. В современном мире от слаженной работы метеорологов во многом зависит не только защита населения от стихийных бедствий, но и стабильное функционирование целых отраслей национальной экономики. Поэтому и работают они круглосуточно и даже свой профессиональный праздник отмечают на рабочих местах. Самая современная метеостанция МК работает в режиме нон-стоп и передает информацию о погоде всему населению. Гидрометцентр Назрань начал работать в 1994 году. За 20 лет приборы здесь совершенствовались, и сейчас все данные о погоде высчитывает автоматика. Влажность у нас 84. Вот это у нас давление на уровне моря. Сейчас на данный момент у нас она 943. У природы нет плохой погоды.
Непостоянная погода не только в нашей стране, но и во всем мире оставляет желать лучшего. Весной можно назвать только календарный месяц март, поскольку осадки в виде мокрого снега иногда не хотят отступать. По сведениям метеорологов, этой весной погода будет прохладнее, чем в предшествующие годы. Дождей будет больше. Даже с приходом апреля и мая синоптики не гарантируют смены на полноценный теплый сезон. Именно поэтому всем жителям стоит быть готовыми к резким похолоданиям. Некоторые люди на капризах погоды выстраивают свою будущую карьеру. К примеру, наш теперь уже коллега из США Карден Кортс настолько хорошо выполнил свое домашнее задание в детском саду, что его пригласили сняться в ТВ. Ролик получился настолько интересным, а главное актуальным, учитывая последние климатические условия, что привлек большое внимание общественности. Нажимая на кнопку, мальчик перемещается из одного погодного явления в другое. Температура и влажность воздуха, направление ветра и облачность, количество осадков и прямая видимость. Атмосфера Земли – это упорядоченный хаос, и чем больше ее изучает, тем более непредсказуемым кажется ее поведение. И метеорологи из года в год, век за веком убеждаются, что у них профессия очень уж ветреная. Но и напоследок о погоде. Завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами будет туман. Днем до 16 градусов тепла. Зелимхан Калоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.